Знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, подавать на них замечания, обжаловать постановление суда и получать копии обжалованных решений, получать копии принесенных по данному материалу, жалоб и представлений, подавать на них возражения, защищаться иными способами, не запрещенными Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Александр Кириллович, вы направили в суд, ходатайство о избрании личного поручительства в качестве меры пресечения по уголовному делу. Об избрании, данной меры пресечения в отношении Карамзина Георгия Олеговича. Также обязательство, в котором вы указали, что ручаетесь за надлежащее поведение и своевременную явку по вызову следователя, обвиняемого Карамзина Георгия Олеговича. Вы это подтверждаете? Так. Также вы отразили, что будете лично путем ежедневного контакта и общения с последним, лично и посредством сотовой связи, будете общаться, держать с ним контакт. При необходимости по первому требованию следователя обязуетесь лично доставлять Карамзина Георгия Олеговича в следственный орган для проведения следственных действий. Вы это подтверждаете? Да. Так, в случае нарушения данных обязательств на вас может быть возложено денежное взыскание до 10 тысяч рублей. Вы об этом предупреждены? Да. У меня все очень чисто. И еще на ходатайстве на своем настаиваете? Да. У меня все. А другие защитники вопросы возникли? Обвиняемые вопросы имеются? Нет. А прокурор? Нет. Следователь? Нет. Хорошо, можете быть свободны. Вы вообще Карамзина Георгия Олеговича как можете характеризовать? Как честного, ответственного, трудолюбивого человека. Как давно вы знаете? Я с детства самого сразу. И по вашему мнению, зная его с детства, как человека заслуженного, с почетными званиями, в случае избрания судом домашнего ареста, на ваш взгляд, он может нарушить эту меру пресечения? Никак нет. Он очень обязательный, ответственный человек. И он будет соблюдать все требования, положенные Уголовно-процессуальным кодексом. Вы являетесь свидетелем по уголовному? Нет, я не являюсь свидетелем. Еще вопросы имеются? Нет. Обвиняемый вопрос имеется? Нет. А прокурор? Нет, имеется. Следователь? Нет. Пожалуйста, можете быть свободны. С какого времени вы знакомы с Карамзиным Георгием Олеговичем? В каких отношениях вы с ним находитесь? И как вы могли бы его охарактеризовать? Хорошо, спасибо. Я еще с 1975 года работал с отцом, с Олегом Карамзиным. Я в то время был прорабом, и земельные участки мы по районам ездили. Я работал в Минсельхозе. И там еще по районам ездил. Знаю его отца хорошо. Самого Георгия Олеговича я знаю как моего заказчика. Моя профессия – установка свайных фундаментов. Установка свайных фундаментов. Это единственная фирма, которая сама проектирует, сама строит и сама финансирует. Я нахожусь у него на субподряде. Которые фундаменты я сделал, все дома эти, все огромные дома, которые в Якутске есть, они еще не рухнули. И слава Богу. А человек он бесконфликтный, без дурных привычек, без крика, без ничего. Я его характеризую положительно. Он никогда мне не задерживал зарплату, что я получал за свою работу. Поэтому я ходатайствую о замене меры пресечения. И, пожалуйста, под домашний арест, если это требует следователь. А дело такое щепетильное, можно сказать, шито белыми нитками, вот как с моей стороны. Вам задан был вопрос по характеристикам. Характеристика положительная. Еще вопросы имеются? Скажите, пожалуйста,
в связи с вашими взаимоотношениями с Георгием Олеговичем, он свои обещания выполняет? Да, в этом он пунктуален. Пунктуален. Я и посещал планерки, когда он проводит генеральные. Хотя там не обязательно. Скажите, пожалуйста, вот следователь в обосновании продления срока содержания под стражей указывает, что Георгий Олегович может воспрепятствовать следствию, может оказывать воздействие и угрожать свидетелям, потерпевшим, вот пишет на него заявление. Как вы считаете, вот по своему характеру, вот, в связи с вашими взаимоотношениями, сложившимся с Георгием Олеговичем, он способен на такие действия? На такие действия он никогда не способен. Никогда. Я его столько лет знаю. Никогда. То есть, если Чтобы подлость человек совершил. Или еще что-то. Нет. То есть, если он возьмет на себя обязательство, находиться под домашним арестом, он не будет нарушать данного обязательства. Конечно, я за это ручаюсь. Я могу тоже залог внести за него. Тоже могу. Спасибо. Пожалуйста, защитник Татарин. Роман Петрович, вот два вопроса у меня, да, я их сразу сформулирую. Значит, первый, по характеристике Георгия Олеговича, что можете сказать? Вот, пояснить суду. И второй сразу вопрос, может ли он, вот, как заслуженный архитектор, ну и вообще как личность, да, по своим морально-деловым качествам, значит, оказывать на кого-либо давление, там, нарушать, препятствовать следствию. Вот. Ну вот ваше мнение, суду, поясните, пожалуйста. Я, во-первых, знаю не только Георгия Ильича, я вообще полностью их семью знаю, начиная от отца, вот, общаюсь достаточно много, долго там. Я как семью скажу, да, это очень честные, очень авторитетные, уважаемые люди, не только нашей республики, тем более заслуженные работники, архитекторы, строители таких красивых, качественных домов. Вот я доверяю только своих объектов проекты, только Георгию Ильичу доверяю. Только ему там. То, что все строят, все проекты дают ему. Да? Тем более вот такие люди, вот, уважаемые, и тем более поколение архитекторов, отец, он сам архитектор, и дети архитекторы, это очень важно. Это творческие люди. Я сам тоже немножко занимаюсь вот такими делами, поэтому я вот авторитет огромнейший-то. Даже вот он, что Георгий Ильич, вот сколько мы контрактов подписывали, да? Ни один контракт, ни один проект, все четко. Поэтому я до сих пор доверяю, там еще планирую вот, все мои дома, там, то есть что строим, производственных цеха и так далее, только доверяю Георгию Ильичу. Поэтому вот такого честного человека, вот то, что я еще раз прошу суд, чтобы изменили меры пресечения там. Вот что он скажет, так и будет. Я за него ручаюсь 150%. Еще вопросы? В принципе, у меня все. Тем более я еще дополню, да? Мы стараемся «Опора России», это всероссийская организация. Этот курс дела мы вели, вот знаете, теперь вся страна знает, да? И тем более «Опора России» самые честные, пытаемся брать только в «Опору» свои члены, самых вот добросовестных, честных, нормальных производственников в том числе, да? Самое главное, вот, уважаемые предприниматели у нас в «Опоре России», не только у нас в городе вашем, и вообще по всей России. Поэтому я вот прошу, вот что я сказал. Хорошо. Вопросы еще будут? Нет? Обвиняем вопросы нет? Прокурор? Нет. Следователь? Нет. Следуйтесь. Еще доп... Поддерживаю в полной мере моих коллег. Прошлись коллеги, конечно, и по доказательствам, и по эмоциональной составляющей. Хотелось бы отметить следующее. Да, соответствие представленных материалов в обосновании ходатайства закону. Как было ранее подмечено, действительно, рапорта оперативных сотрудников в силу закона об оперативно-розыскной деятельности должны быть предоставлены с постановлением, а также есть и совместная инструкция по предоставлению результатов оперативно-розыскной деятельности в органы предварительного расследования. Данные рапорта, к сожалению, таковым документам не соответствуют. Что касается, более того, да, 108 УПК РФ говорит о том, что результаты ОРД могут быть приняты судом при рассмотрении вопроса об избрании либо о продлении сроков содержания под стражей только в случае, если данные результаты оперативно-розыскной деятельности объективно подтверждаются материалами дела. Материалами дела те сведения, которые указаны в рапортах, объективно не подтверждаются. Что касается
в кавычках, опять же, доказательств в виде скриншотов с перепиской, в кавычках, опять же, Карамзина с иными лицами. Свое мнение уже относительно данного доказательства высказывал. Полагаю, что оно не может быть признано допустимым, так как не отвечает признакам допустимости. Да, оно получено с нарушением закона, именно предоставлено с нарушением закона. Следователь не смог пояснить источник данных документов, протоколом, составной частью протокола, от какого числа, да, эти доказательства, в кавычках, опять же, были получены, тоже неизвестно, пояснить также ничего не смог. Ну и более того, ознакомившись с данными доказательствами, отнести их эти документы, да, отнести эту переписку к Карамзину, Гоголеву, либо еще каким лицам, я не могу, к сожалению. Я думаю, это и у суда не получится, потому что мы просто видим адресата, с которым переписывается лицо, которому принадлежит телефон. А кому этот телефон принадлежит, что там следователь осматривал или не осматривал, да, мы, к сожалению, не знаем. Что касается эффективности расследования. Опять же, следователь предоставил свое ходатайство и материалы таким образом, чтобы суд, наверное, все-таки не смог дать оценку, да, этой эффективности. Но все-таки мы выяснили, что за период с предыдущего продления было допрошено 11 свидетелей и назначены экспертизы. Уважаемый суд, я бы хотел заметить тот факт, что уголовное дело это находится в производстве не у одного следователя. Там создана следственная группа, наверное, из всего следственного отдела. 8 следователей в распоряжении нашего руководителя следственной группы. И проведение 11 следственных действий на 8 следователей за 2,5 месяца, это по 1,5 следственных действия за 2,5 месяца на каждого следователя. По-моему, о какой эффективности здесь можно говорить, я не знаю. Имея в распоряжении 8 следователей, почему-то орган предварительного расследования не может все-таки до сих пор допрашивать тех свидетелей, о которых не говорит. Будут ли они вообще допрашиваться, честно сказать, я не знаю. Да, и вряд ли узнаю, только при ознакомлении с материалами уголовного дела мы, наверное, все-таки поймем, что следователь предоставлял в суд доказательства, ходатайства о проведении мифических следственных действий в виде допросов свидетеля. А в оконцове, когда мы ознакомимся с материалами дела, мы увидим, что никто за этот период времени не допрашивался. И следователь таким образом ставит суд в такое положение, что суд фактически ни суд, ни защита, ни уважаемый прокурор не могут определить, да, а все-таки какие следственные действия были выполнены, сколько их было выполнено, а самое главное, какие следственные действия следствие планирует и достаточно ли времени будет органу предварительного расследования, которого он истребует, для проведения этих следственных действий. Что касается, опять же, эффективности, сразу скажу, не знаком я с постановлением о назначении и с заключением о проведении баллистической экспертизы. Я думаю, даже, наверное, и не стоит мне с ним знакомиться, потому что уголовное дело-то у нас расследуется коррупционное. И уголовное дело у нас расследуется по получению взятки и посредничеству во взятке. Причем здесь баллистическая экспертиза? Какова необходимость назначения этой экспертизы в рамках настоящего уголовного дела? Почему Карамзин должен ждать в следственном изоляторе результаты этой баллистической экспертизы, которая не относится к предмету доказывания по уголовному делу? Мне, к сожалению, непонятно. Если у следователя есть подозрение на совершение каких-то иных преступлений, хранение оружия незаконного, либо боеприпасов, пожалуйста, закон, а именно Уголовно-процессуальный кодекс, на этот случай дает прямые следователю указания о том, что следователь при расследовании уголовного дела, при обнаружении признаков иных преступлений составляет об этом рапорт, который направляет своему руководителю. Но почему-то у нас одним из оснований для продления стражи это следователь указывает проведение проверки причастности к иным преступлениям.
Каким, уважаемый суд, преступлением? Иным преступлением. Пожалуйста, если у вас есть информация, есть сведения, выделяйте материал до следственной проверки. Сообщите об этом руководителю, как того требует закон. Выделите уголовное дело по факту, если вы считаете, что там есть состав уголовного дела, да, или преступления. И расследуйте отдельно, проверяйте. Вы здесь по взятке, да, по тому объему обвинения, который есть, вы уже сделали все. Почему следствие придумывает себе оправдание для того, чтобы продлить срок содержания под стражей? Ответ простой. Он кроется в том числе и в самом постановлении. Следователь неоднократно указывал, что, знаете, такой тонкой красной нитью Карамзин и его подельники не признаются в совершенном преступлении. Они противодействуют следствию таким образом, не содействуют следствию, не дают признательных показаний. О каких признательных показаниях идет речь, если лица считают, что они не совершили преступление? Это их позиция. А мы, как адвокаты, мы несем эту позицию. Мы не противодействуем органам предварительного расследования. И единственный способ оказать давление и добиться все-таки этих признательных показаний, это продлевать сроки содержания под стражей, создавать максимально неудобные, некомфортные условия для проживания, зная, что у моего доверителя на воле есть бизнес, да, который испытывает определенные неудобства, что он переживает, что на воле у моего доверителя семья, дети, да, есть 85 работников, которых нужно кормить, да, кого он обеспечивает заработной платой, постоянной работой, есть куча подрядчиков, с которыми нужно тоже работать. Знаете, и вот мера пресечения — это исключительно способ давления следствия на подзащиту. И не более того. Что касается доводов относительно Неустроевой, в том, что есть у нее опасения, она переживает, что на нее будут оказывать давление, якобы, как следователь пояснил, это давление уже оказывается в средствах массовой информации, проблемы по бизнесу и так далее. Так при чем здесь Карамзин? Карамзин все это время сидит в следственном изоляторе. Он, что ли, оказывает на нее давление? Он на нее иски в арбитражный суд подает? Нет, по-моему, последний иск Стройакадемия подала к УТУМ плюс иск о признании этого самого дополнительного соглашения, которое является предметом преступления, о признании его недействительным и о расторжении этого соглашения. Сейчас уже возбуждено дело, да, принято к производству, ждем, когда же арбитражный суд даст оценку этим документам. Неустроева сама переводит все эти правоотношения, о которых мы ведем речь, и следователь, который считает преступным деянием, Неустроева сама придает этим правоотношениям исключительно гражданско-правовую природу, да, и пытается разрешить эти все споры исключительно в арбитражном суде республики. Никакого давления на Неустроеву Карамзин не оказывал и оказать не может. Еще один довод. Карамзин, находясь на свободе, может связаться со своими подельниками, Гоголевым, еще с подельницей, с целью принятия единой позиции по делу. Ваша честь, 6 месяцев прошло. Мы уже, адвокаты, уже давно связались. У нас всем понятно, что здесь единая позиция, нет преступления. Одна позиция у всех. Чем Карамзин может вообще помешать таким образом? Я вообще не понимаю. Поэтому, уважаемый суд, я полагаю, что с учетом исключительно положительных характеристик моего доверителя, а также наличия всех, скажем так, обстоятельств, да, для избрания любой иной меры пресечения, кроме ареста, да, будь то домашний арест, залог, либо поручительство, я бы просил в удовлетворении ходатайства следователя отказать и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, либо залога на усмотрение суда. При этом домашний арест на усмотрение суда также оставляю вопрос о применении ограничений. Да, то есть наш доверитель готов выполнить все ограничения, максимально предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом. Вот. И вдруг почему-то он перестает работать.
с материалами, в ходе бесед с моими уважаемыми коллегами, вот я нашел то же самое подтверждение. Да, действительно. Почему-то успешный бизнесмен почему-то стал заложником вот ситуации, в которой он, вот на мой взгляд, он и отношения-то особо не имеет. Поскольку спор, действительно спор двух хозяйствующих субъектов, а это Неустроева и Карамзин, привели к тому, что Неустроева теперь боится ходить по городу, потому что Карамзин топчет с ней одну и ту же землю. Но обращает на себя внимание тот факт, что когда целый год Неустроева не возвращала деньги, не оплачивала, да, 250 миллионов. Сумма очень более чем серьезная. И Неустроева не боялась ходить по улицам. Сейчас Неустроева боится. Поэтому, Ваша честь, я думаю, что я доложу руководству своему о ситуации здесь, происшедшей. И я думаю, что это не последний наш приезд сюда, в Якутск. И я думаю, что мы будем отслеживать сложившуюся ситуацию. Поскольку действительно коллеги мои достаточно полно и достаточно скрупулезно произвели анализ. Почему-то успешный бизнесмен почему-то стал заложником вот ситуации, в которой он, вот на мой взгляд, он и отношения-то особо не имеет. Поскольку спор, действительно спор двух хозяйствующих субъектов, а это Неустроева и Карамзин, привели к тому, что Неустроева теперь боится ходить по городу, потому что Карамзин топчет с ней одну и ту же землю. Но обращает на себя внимание тот факт, что когда целый год Неустроева не возвращала деньги, не оплачивала, да, 250 миллионов. Сумма очень более чем серьезная. И Неустроева не боялась ходить по улицам. Сейчас Неустроева боится. Поэтому, Ваша честь, я думаю, что я доложу руководству своему о ситуации здесь, происшедшей. И я думаю, что это не последний наш приезд сюда, в Якутск. И я думаю, что мы будем отслеживать сложившуюся ситуацию. Учитывая тяжесть преступлений, совершение которых обвиняется Карамзин, данные о личности обвиняемого оснований для избрания иной более мягкой меры пресечения суд не находит. Представленные стороны защиты сведения о согласии проживающих лиц на нахождение обвиняемого под домашним арестом, личное поручительство граждан, а также внесение залога не являются безусловным основанием для отказа в удовлетворении ходатайства следователя о продлении обвиняемому срока содержания под стражей, поскольку с учетом установленных в суде обстоятельств они не смогут обеспечить надлежащего контроля за его поведением, в том числе не смогут осуществить контроль за действиями, направленными на воспрепятствование производству по делу. Мера пресечения в виде запрета определенных действий также не обеспечит надлежащее поведение обвиняемого, учитывая тяжесть преступления, в котором обвиняется Карамзин, а также установленные данные о личности обвиняемого. Исходя из приведенных данных о личности обвиняемого, суд пришел к выводу, что изменение меры пресечения на иную, не связанное с заключением под стражу, невозможно. При таких обстоятельствах ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей подлежит удовлетворению. На основании изложенного руководствуясь статьей 109 ПК России суд постановил в удовлетворение ходатайства обвиняемого Карамзина и его защитников об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, личного поручительства и залога отказать.
Ходатайство следователя по особо важным делам первого следственного отделения Белянина удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемому Карамзину Георгию Олеговичу, родившемуся 20 апреля 60 года в городе Вилюйске, на 3 месяца, всего до 7 месяцев 29 суток, то есть по 5 февраля 2020 года включительно. Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха-Якутия в апелляционном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения через Якутский городской суд, обвиняемым в тот же срок со дня получения копии постановления. Судебное заседание объявляется закрытым. Выходим. Выходим.